Салам алейкум, урметли сeyirciler, akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Milli Telekanalının canlı efirinde açıklaf programmасы ve studiyada men Leviza Seyitbilялова. Vada etkенimiz gibi studiyamızga kanun çıkarıcı ve icra organ vekillerini davet etmeye devam etemiz. İşte olğan meseleler, gelecekte planlar hakkında söz versetmeye devam etemiz ve bugünkü programda istisna değil, bugün studiyamızın musafiri Ahmedjit Şer Memuriyet Başının muavini İsmet Ablayev. Исмет Бей, салям алейкум, хош келдіңіз. Алейкум салям. Вы у нас впервые на программе, рады вас видеть в нашей студии. Сегодня говорим об сфере межнациональных отношений, о программе по обустройству реабилитированных граждан в Симферополе. Ряд вопросов у нас имеется к вам, но прежде хочу сказать, что мы в прямом эфире, и, как всегда, у нас в студии работает телефон для связи с нашими телезрителями, поэтому я прежде обращаюсь к ним. Урметли seyirciler, bizim stüdyamızda her zaman olğanlığı gibi canlı telefon çalışa ve şimdi ekranlarda көрген telefon номері vasıtasıyla nevbetteki yarım saat devamında mutlaka telefon açabilirsiniz. Eğer de bizim musafirімізге mevzumuz boyunca bir sualleriniz, teklifleriniz, müracaatlarınız olsa biz mutlaka telefonlarınızı bekleyemiz, buyurunuz ve biz şimdi ise başlayımız. Исмет Бей, относительно недавно вы вступили в должность в конце декабря 2017 года. Активно включились в работу, конечно же, это и приемы граждан, и выездные совещания, и много-много других направлений. Но, конечно же, наверняка уже наметили план действий на ближайшее будущее, какой-то рабочий график. Что ожидает в 2018 году? В 2018 году достаточно много поставленных задач главы администрации города Симферополя в плане улучшения межнациональных отношений по городу Симферополю, а также улучшения жизни наших граждан в местах компактного проживания. На сегодняшний день при администрации города Симферополя создана рабочая группа. Я, как председатель рабочей группы, совместно со своими коллегами выезжаю в места компактного проживания, знакомимся как с активом, а также с теми наболевшими проблемами жизни наших сограждан. Имеет место ряд проблем. На сегодняшний день мы должны актуализировать эти проблемы и выбрать те основные, на которые мы сегодня должны будем опираться и стараться максимально приложить усилия для того, чтобы их решать. Буквально с первого дня вы начали выезжать в поля, скажем так, да, Исмет Бей, это различные микрорайоны города. Вы сами сказали, что имеется ряд накопившихся проблем. Что это за проблемы? С чем обращаются Основные жители? проблемы, в общем, у нас места компактного проживания, их у нас на сегодняшний день в городе Симферополе 10. Практически во всех уже созданы свои ТОСы. Есть представители инициативных групп, есть, так скажем, представители общественного мнения там же, да, и те проблемы мы с ними прямо на месте обсуждаем. В основном это у нас отсутствие дорог, в некоторых местах отсутствие газификации, водоснабжения, электроснабжения. В общем, я хочу сказать, что электроснабжение практически есть везде. Отсутствует также система уличного освещения. В большей части необходимо, так скажем, направить наши усилия на улучшение дорожного покрытия, которое на сегодняшний день оставляет желать лучшего, потому что оно гравийное, оно отсыпалось собственными силами этих жителей. И я думаю, в ближайшее время, если даже не в этом году, то в план капитального строительства следующего года из бюджета города Симферополя будет выделено достаточно большое количество средств. Потому что по факту из тех планов и предложений, которые поступали до этого, эта сумма абсолютно недостаточная. И очень многие вопросы не были учтены. Есть основные, так скажем, несущие дороги, которые проходят в местах компактного проживания. Они были учтены в программе социально-экономического развития Республики Крым. Они на сегодняшний день финансируются и выполняются эти виды работ. Но межуличные дороги оставляют желать лучшего, поэтому я думаю, что после личного, так скажем, объезда всех мест компактного проживания будет этот перечень составлен, обновлен и поданы соответствующие предложения вышестоящей республиканской организации для того, чтобы на следующий год уже их учли. Но планировать в любом случае, мы знаем все мероприятия, надо за год в любом случае. Если в этом году мы эту работу сделаем и предоставим информацию на уровне Совета министров, чтобы эти деньги были запланированы уже в 2019 году.
Мгм. Ну, где уже побывали, в каких микрорайонах? Ну, на сегодняшний день были в Акмечете, на Фонтанах, весь микрорайон Белое мы были. Сегодня буквально вот объезжали Марьино и маршала Жукова, Дубки, Верхняя, Нижняя Плата. В ближайшее время мы планируем объехать у нас Промзонов, также в районе маршала Жукова, и Каменка, Хошкельда. С активом встречаемся, очень приятно, так скажем, в начале, на самом деле, при встрече был услышан некоторый негатив по поводу всех этих выездных мероприятий. В смысле, люди уже настолько устали обращаться и писать письма в различные инстанции, что очередной приезд какого-то руководства, вновь назначенного, либо вновь принятого, он уже в людях, так скажем, не несет того положительного эффекта. Поэтому со своей стороны я, скажем, на всех встречах я просто прошу всех жителей принять, так скажем, ту возможную помощь от меня, которую я смогу оказать со своей стороны. В любом случае, все письма, которые на сегодняшний день и обращения пишутся в вышестоящие инстанции, в администрацию города Симферополя от отдельных граждан, они не несут того массового характера. Для чего на сегодняшний день проводится эта работа? Для того, чтобы руководители ТОСов объединяли под собой, получается, тех жителей массивов. И они также вместе с нами, параллельно вместе с нами, определяли те необходимые первоочередные задачи, которые нам нужно будет решить. Потому что очень многие жители, так скажем, своими обращениями в большей мере перебивают и приводят в рутину работу любого государственного чиновника. Допустим, если обращение приходит от места компактного проживания, допустим, вот Акмечеть и Фонтаны, там есть 2 ТОСа. Если там достаточное количество жителей, там более 5-7 тысяч жителей населения, если каждый напишет по одному письму, то это просто заволокитит всю работу. На самом деле, тот государственный чиновник нижестоящий, который получает то или иное обращение, он видит, что это очередное обращение по тому же вопросу, и он просто его автоматически отвечает стандартным ответом, но что не приводит к хорошему результату. По факту, моя работа нацелена на то, чтобы наладить очень, так скажем, близкую, плотную работу с руководителями ТОСа, с представителями общественного мнения и определять вот те основные и первоочередные задачи по улучшению жизни в наших местах компактного проживания. Ну, вы также уделяете внимание и приемам граждан, проводите регулярно в администрации. А с какими вопросами в основном обращаются жители? Это вопросы социального характера, которые волнуют, вот, допустим, всех жителей, да, компактного проживания, либо это больше вопросы личного характера? Ну, смотрите, в основном еженедельно по понедельникам с 2 до 4 с улицы Самокиша 30, 110 кабинет, с 2 до 4 я провожу личный прием граждан. Запись по телефону 500-828. Граждане обращаются, в основном все с личными вопросами. В наших местах компактного проживания на сегодняшний день люди с личными вопросами обращаются чаще всего по узакониванию тех земельных участков, да, по которым они получили первые решения. Но эти первые решения были получены еще в 90-х годах, до 2007 года. И в связи с теми, так скажем, принятыми законами и постановлениями Республики Крым, на сегодняшний день они остаются неудел. Администрация города Симферополя неоднократно совместно с председателем Государственного комитета по межнациональным отношениям Ленуром Азизовичем Абдурамановым проводили совещания, и мы сейчас ищем тот правовой механизм, который вот этот вопрос сможет нам найти пути решения. В смысле, эта проблема на сегодняшний день есть, и она немножко, так скажем, в части выполнения 66-го закона и 252-го постановления Совета Министров ставит в тупик. В смысле, те, которые были решения получены после 2007 года, они как бы проходят, и все нормально. А вот те, которые были выданы в период до этого момента и не были, так скажем, приняты в работу и недооформлены должным образом, на сегодняшний день вот они проблематичны, эти вопросы. Ну, с какими еще вопросами обращаются? Наверняка это справки о реабилитации. Справки о реабилитации однозначно. Мы оказываем помощь. В администрации города Симферополя есть отдел по межнациональным отношениям. У них приемные дни понедельник, среда, первая половина дня.
Они принимают все необходимые документы, они помогают собрать, так скажем, нашим соотечественникам для получения справки о реабилитации. Ну, достаточно ли процент граждан уже получили справку? Точное количество я сейчас сказать не могу, но активно в этом направлении работа ведется. Исмет Бей, ну, одним из первых ваших совещаний, скажем так, рабочих было, это была встреча с педагогическим коллективом 44-й школы Симферопольской. Была встреча под руководством Руслана Бальбека. С какими проблемами обратились педагоги школы и, собственно, какие были решения приняты? Была встреча, да, под руководством Руслана Исмаиловича Бальбека. Я тоже в ней принимал участие, как от администрации города Симферополя. Основные проблемы: микрорайон Фонтаны и Акмечеть получили очень хороший образовательный объект. Да, это 44-я школа. Очень приятно, что на сегодняшний день это школа 4 президентов. Она имеет место быть в этом микрорайоне. Она сделана по последнему, говорится, слову техники, оборудована полностью. В классах все чисто, как бы аккуратно, есть своя школьная форма. Но есть ряд таких, скажем, мелких проблем, которые были озвучены уже во время встречи с педагогическим коллективом. Там на сегодняшний день стоял, ну, на тот момент, когда мы встречались, стоял вопрос, так скажем, прорезинивания вот этой ступенек подходных, потому что там кафель был уложен, но он был без системы антискольжения. После чего по поручению Руслана Исмаиловича было там установлено это, так скажем, прокладка резиновая для того, чтобы в зимнее время года дети не травмировались. Также были вопросы обсуждения об отсутствии интернета. На сегодняшний день, на тот момент его не было, на сегодняшний день уже интернет подключен, есть высокоскоростной качественный интернет. И в дальнейшем сейчас разрабатывается проект по озеленению территории да, этого учебного заведения. Поэтому после утверждения проекта совместно с коллективом, я думаю, Руслан Исмаилович, как скажем, гарант этого всего мероприятия, будет это все выполнено. Исмет Бей, ну, достаточно важным направлением в деятельности администрации является реализация объектов федеральной целевой программы. Мы знаем, что вы также посещаете место строительства будущих объектов. На каком этапе сейчас идет строительство тех или иных сооружений? Собственно, что это за объекты, именно, которые строятся на территории Симферополя? Какие из них именно идут по линии межнациональных отношений? Мы все знаем, что есть у нас программа социоэконом-развития, да, до 2020 года. В рамках этой программы есть направление 8, межнациональное согласие. По этому направлению у нас сегодня, именно по этому направлению, у нас сегодня строятся 3 дошкольных учебных заведения на 260 мест и полиэтнический центр культуры при Крымском инженерно-педагогическом университете. У нас объект, получается, на Фонтанах возле 44-й школы, который уже практически... Это детский сад. Да, это детский сад, да, который практически уже введен в эксплуатацию. У нас объект в массиве Луговое. Объект, получается, Каменка, Хошкельды. Все, ну эти 3 объекта, да, и политический центр. Мы сейчас продолжим эту тему. Исмет Бей, есть у нас телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Добрый вечер. Ну, меня зовут Ишмуратова Наргиза. У меня вопрос такой наболевший. Вот у моего дяди по папе документы, зеленый паспорт у него. 3 года он находится здесь, вот, выписанный с Узбекистана. Есть у него справка о реабилитации, о депортации. А вот что делать дальше, он не знает. Вы планируете получить вид на жительство, либо паспорт Российской Федерации? Да. Ну, хотя бы вид на жительство. Или... Да, смотрите, я спасибо за вопрос. Я до этого дал информацию о том, что есть отдел по межнациональным отношениям города Симферополя. Находится по адресу Самокиша, 30. В понедельник и в среду, в первую половину дня до 13:00 проходит прием граждан. У меня к вам большая просьба в приемное время прийти, предоставить все соответствующие документы и получить те или иные разъяснения, что мы на сегодняшний день можем сделать в этом отношении и каким образом можем помочь.
То есть сотрудники отдела готовы предоставить Сотрудники полностью отдела, да, консультацию? все готовы, они, в смысле, закреплены за этим временем, и они всегда готовы принять граждан. Спасибо. Исметбей, на какой стадии находятся те или иные объекты? Вот в рамках федеральной целевой программы мы начали об этом говорить. Нет ли отставаний по графику? Левиза Ханум, вы, как сказать, тронули за больное. Есть у нас два объекта, точнее один объект, который идет с отставанием, с порядочным отставанием, но при общении, при проведении совещаний с подрядными организациями, они уверяют, что все объекты будут сданы в срок. Мы прекрасно знаем, что фонтаны у нас идет в графике, получается, детский садик в Луговом практически в графике идет с небольшим отставанием. Единственное, что с большим отставанием идет у нас дошкольное учреждение Каменка Хошкельда, да, на Каменке, на 260 мест. Ведутся переговорные процессы совместно со службой капитального строительства Республики Крым и подрядчиком для того, чтобы объект все-таки был сдан в срок в этом году, и 1 сентября наши дети в местах компактного проживания пошли все-таки в этот детский сад. Значит, по всем трем объектам срок сдачи 2018 год? Да, 2017 год был срок сдачи объекта в эксплуатацию. Это полностью наружная система остекления. И, так скажем, в этом году, в 2018 году, до 1 сентября должны были полностью быть обеспечены всеми принадлежностями, то, что необходимо в детских учебных заведениях. Ну и очень важным объектом для всей нашей республики является полиэтнический центр. Как сейчас там идут работы? Там, я вам хочу сказать, абсолютно порядочный подрядчик. Да, он задействовал все силы и средства, которые есть на сегодняшний день. Графики работ идут без отставаний, они полностью идут в графике. Даже в некоторых местах идут с опережением. Ну, с заделом работ. Если там никаких претензий, никаких вопросов нет, потому что, во-первых, это так скажем, этот полиэтнический центр, то детище, которое в себе вынашивал еще Февзий Якубович. Да, мы его очень хорошо знаем. Сейчас продолжает, так скажем, его дело Чингис Февзиевич. Да, у него это находится под серьезным контролем. Мы, как его помощники, пытаемся, так скажем, быть рядом и в случае необходимости принять все необходимые меры, чтобы этот объект, так скажем, ни в коем случае не останавливался, а сдавался в срок. Ну, а как часто, собственно, осуществляется вот данный контроль? С какой периодичностью посещаете строительные площадки? Согласно поручению заместителя председателя Совета министров Нахлупина Виталия Германовича, ежедневный контроль на объектах, которые идут по программе соцэкономразвития. Поэтому сотрудники как Управления капитального строительства администрации города Симферополя, так и отдела по межнациональным отношениям ежедневно объезжают все объекты, строящиеся по федеральной целевой программе в городе Симферополе. Исметбей, в силу того, что в должность вступили относительно недавно, конечно, спрашивать за прошлый год мы с вас не можем, но знаем, что вот буквально в конце декабря для жителей Симферополя было такое радостное событие, это вручение соглашения о предоставлении материальной помощи на достройку жилья. Вот сколько жителей получили и, собственно, насколько важна вот эта помощь на сегодняшний день для наших крымчан? Для наших крымчан это очень хорошая, так скажем, мера социальной поддержки, в связи с тем, что не все на сегодняшний день имеют возможность достроить свое жилье, улучшить свои жилищные условия. В связи с этим вот существует эта программа. В течение прошлого года, по информации, было принято 66 заявлений от граждан, и 20 из них были одобрены, и эти люди получили вот эту меру социальной поддержки. В смысле, я, так сказать, мне было приятно, хоть я и был буквально назначен в конце декабря, вручить этим людям, хотя, конечно, там моего участия было абсолютно ноль. Но все равно очень приятно, что наши граждане пользуются этой мерой соцподдержки. В этом году будет ли продолжена эта работа? Да, в этом году эта работа продолжается, заявление принимается, учетные дела формируются. После формирования дел вся информация передается в Государственный комитет по межнациональным отношениям. После рассмотрения того предоставленного пакета документов Государственный комитет принимает уже решение о предоставлении этой
материальной помощи. Что касается выдачи компенсации реабилитированным гражданам за подключение к газовым сетям, к электросетям, обращаются ли с такими вопросами граждане? Обращения по этому вопросу были, но непосредственно лично я сам на сегодняшний день с этой проблематикой не сталкивался, если сказать. Существует еще такая мера соцподдержки по компенсации репрессированным народом, имеющим соответствующее удостоверение, вот этой услуги по подключению сетям тепло, вода, газоснабжения. Исмет-бей, ну знаем, что вот также в течение января месяца вы проводили также и совещания с представителями национально-культурных автономий. Вот этому направлению также уделяется особое внимание. Вот расскажите, сколько подобных общин на территории Симферополя сегодня существует? На территории Симферополя на сегодняшний день зарегистрировано 24 культурно-национальной автономии. Со всеми, так скажем, мы в этом году встретились уже в новом составе, познакомились, пообщались, обсудили те проблемы, которые у них на сегодняшний день существуют. Но по отношению, так скажем, к проблемам, которые существуют в местах компактного проживания, они настолько невелики и настолько обыденны, что были вопросы у нас от культурно-национальных автономий греков, болгар, там буквально привести небольшое соответствие, те здания и сооружения, в которых они находятся, там буквально пару квадратных метров крыши. Исмет-бей, есть у нас еще один телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло, говорите. Алейкум салям. Алейкум салям. Я хочу задать вопрос. Алло. Говорите, вы в эфире. Вопрос. Пожалуйста. Да. Вот меня зовут Якубов Индер. Я вот живу на улице Хой. У нас вот по улице Умут сделали асфальтную дорогу. Такую дорогу, я не знаю, где они можно сделать, паршивую. Так, мечеть. Как ее проектировали, мы не знаем. Уточните, пожалуйста, еще раз, какая это улица? Улица Умут. Это Ак-мечеть. Умут. Это Ак-мечеть, да? Да. Вот асфальт Новый год сделали. Какие там проблемы? Какие проблемы? Еще раз, пожалуйста, просто очень плохая связь. Ее так паршиво сделали, что она вся лужа собирается вот на нашем перекрестке. Они позакрывали все выходы с улицы, и все 4 улицы сливаются на одну улицу. И вся лужа вот на перекрестке стоит. Как дожди идут, неделями лужа не уходит. Вода не уходит куда-нибудь по лужу. Саунус, да. Понятен вопрос? Да, я понял этот вопрос. Я выезжал на Ак-мечеть, я выезжал на фонтаны, в смысле, это, грубо говоря, как бы один общий микрорайон, поэтому я в курсе этого вопроса. Там ведутся дорожные работы дорожные работы ведутся. На сегодняшний день эти мероприятия еще ведутся, поэтому у меня будет большая просьба к жителям Ак-мечети и фонтаны немного подождать после завершения всех этих работ, так скажем, вот эти все лужи, вся эта грязь, она будет в любом случае ликвидирована. Потому что проект на этом не заканчивается. Дороги подходят к тому месту, как они считают, что там нет ливневых, нет слива, нет канализации. Есть соответствующие переходы, там газовые трубы, водные трубы. Эти работы ведутся. Но просто из-за того, что некоторые службы не успевают за дорожниками, за дорожными службами, поэтому приходится им на некоторое время приостанавливать работы для получения каких-либо согласований, либо переносов тех или иных инженерных сетей. Поэтому у меня просто просьба к жителям микрорайона. Дорога будет асфальтирована, дорога будет хорошая, но немного нужно подождать, потому что работы еще ведутся. И в плане в этом году они будут завершены. Исмет-бей, у нас буквально 2 минутки осталось еще. Какие самые ближайшие планы на будущее? Что планируете в ближайшее время делать, скажем так, в вашем направлении? В ближайшее время, я же говорю, необходимо, во-первых, встретиться со всеми представителями мест компактного проживания и определить первоочередность тех мероприятий, которые мы там будем, так скажем, делать для того, чтобы обеспечить лучшие условия жизни в наших местах компактного проживания. Исмет-бей, Леолса, ишлеріңізде Аллаху ләкетірсін. Бүгін сағылыңыз студиямызын мұсафыр олғаныңыз үшін. Сағылыңыз, Сағылыңыз вет, да, сізні беклерміз. Иншаллах, сағылыңыз.
Урметлі сәрджілер, мен сихатырлатам, бүгін студиямыздың мұсафыры Ахмеджет шер мемориет башының муавины Исмет Аблаев олды. Бөлелік Начықлав программасы сонына келіп, сізге ей ақшамлар тілей, көрішмек үзірем, сталық не қалыңыз.